на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре пятница, 7 апреля. В рамках Года счастливого детства каждый новорожденный в Чувашии получит подарок с элементами национальной символики. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале. По словам руководителя региона, это новая мера поддержки семей с детьми. Она коснется тех малышей, которые появились на свет в этом году. А при выписке из роддома уже с 1 июня родители будут получать подарочный комплект с национальным колоритом и принадлежностями для ухода за младенцем с первого дня жизни. Причем выбрать, чем лучше наполнить подарок, жители могут сами в телеграм-канале главы. Там предложено сразу 3 варианта. Пока что, судя по количеству лайков, лидирует набор из детского постельного белья с вышивкой и книги сказок. Здесь не важны ни возраст, ни национальность, ни уровень образования, ни социальный статус. Завтра вся страна в 20-й раз будет писать тотальный диктант. Наша республика будет участвовать во всемирной акции уже в 11-й раз. Выбрать площадку, на которой вам будет удобнее писать диктант, и зарегистрироваться в проекте можно на официальном сайте totaldict.ru. К слову, у вас еще есть время подготовиться. На заключительном занятии «Русский по пятницам», который пройдет сегодня в 6 часов вечера в новом корпусе Чувашского госуниверситета. Кукла-матрешка Аленка в чувашском наряде побывала на Международной космической станции. Именно такую куклу в свой первый полет взял третий летчик-космонавт Андриан Николаев и хранил ее в кармане скафандра. За 60 лет игрушка пришла в непригодность, поэтому и изготовили ее копию, но уже в чувашском одеянии. Кстати, свое имя игрушка тоже получила не случайно, в честь дочери советского космонавта. Скоро экспонат пополнит фонд музея космонавтики в Шоршилах. Там же в ближайшее время откроется выставка, которая расскажет историю о первой кукле, побывавшей на МКС. Завтра в Чувашском драмтеатре имени Константина Иванова покажут премьеру – спектакль «Последняя жертва» по пьесе Александра Островского. В этом году страна отмечает 200-летие со дня рождения классика русской драматургии. Спектакль показывает, на какую жертву может решиться женщина ради любви и насколько низко может пасть человек, ищущий легких денег. Начало постановки в 18:30, так что вечер субботы можно провести весьма культурно. Пятница – время традиционной рубрики «Мобильный репортер». Далее расскажем о том, какими фото и видео жители Чувашии делились в социальных сетях. Весна – время пробуждения и обновления всего живого. На Красной площади рядом с Национальным музеем в Чебоксарах расцвели крокусы. Цветник на этом месте разбивают 2-й год подряд, но в этом он благоухает особенно активно. Погода позволяет. На бело-фиолетовые цветы обратили внимание чебоксарцы. Они активно публикуют фото с клумбы у себя в соцсетях. В столичном микрорайоне Новый город, кстати, из земли тоже начали пробиваться первые растения. На обочинах тут и там появились солнечные цветы «Мать» и «Мачехи». Вместе с первоцветами в лесах республики начали появляться и первые весенние грибы. Так в Урнарском округе свои шапочки показали строчки. Так что самое время брать в руки лукошки и отправляться в лес. Кстати, погоду сегодня и в выходные синоптики обещают солнечную. Отправляясь за город, не забывайте о пожарной безопасности. Не жгите сухие ветки и траву. В регионе только на этой неделе зарегистрировано почти 2 десятка пала сухостоя. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».